Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем, как на улице Аракчинская сгорела баня. Я даже свой дом не вижу, вообще кошмар. Всю улицу окутал густой едкий дым. Расскажем о задержании нетрезвых водителей. Хватит. Не сейчас. Момент. Нет. Не тот момент. Кто? Не тот момент. И опрокидывании иномарки на крышу. А также дело о незаконном казино в Казани дошло до суда. Это и не только. Прямо сейчас. Поселок Игумново, это рядом с железнодорожной станцией Лагерная, заволокло минувшим вечером густым едким дымом. Причиной была горящая баня рядом с одним из частных домов на улице 2-я, Аракчинская. Соседи погорельцев боялись, что огонь перекинется и на их дома. Причины для беспокойства были. Баня горела открытым пламенем, зарево было видно издалека, а сильный ветер только способствовал дальнейшему разгоранию. Я даже свой дом не вижу, вообще кошмар. Непосредственные соседи погорельцев боялись свои дома больше никогда не увидеть. На улицу выбегали спешно, дышать в домах было просто нечем. Все заполнилось дымом и гарью. Баня горела открытым пламенем, а распространению огня способствовал сильный ветер. У меня дома вообще все накалено, просто кошмар какой-то. Там все открыто, и там все... Ветер еще прям в нашу сторону. Надеюсь, сейчас все быстро сделают. За самих владельцев горящей бани соседи не беспокоились. Говорят, их, скорее всего, не было дома. Нет никаких признаков того, что в момент возгорания там кто-то находился. Никого нет вроде дома, да. Просто сама все загорелась баня. Вроде никого нет, по крайней мере, машин не вижу. В доме действительно никого не было. Когда пожар был в самом разгаре, приехала дочь владельца дома. А потом и он сам рассказал, что баня загорелась совсем не случайно. Приехала баня, печка включена стала. А печка газовая? Да. Топили вот как раз, вот, загорелась. Баня на площади в 35 квадратных метров сгорела дотла прямо на глазах хозяев. Ни дом, ни надворные постройки застрахованы не были. Алия Хайрудинова, Константин Бушуев, «Вызов 112». Мужчину, лежащего без сознания на лестничной клетке около входной двери горящей двухкомнатной квартиры, спасли пожарные в Челнах. На пострадавшего надели кислородную маску, вынесли его из подъезда и передали в руки медиков. Его госпитализировали с отравлением продуктами горения. Сообщение о пожаре в квартире одного из домов на проспекте Сюмбике поступило в 16 часов 48 минут. Горели вещи и мебель на площади 6 квадратных метров. Причину возгорания сейчас устанавливают дознаватели. На 4 года лишиться свободы может предполагаемый организатор незаконного казино в Казани, если суд, конечно, мужчину признает виновным. Незаконное игорное заведение, которое расположилось в спальном районе столицы Татарстана, выявили оперативники Управления экономической безопасности. Азартные игры там процветали. 5 августа минувшего года после осмотра и сбора доказательств, что за игру там действительно брали деньги, работу игорного заведения прикрыли, а все оборудование и финансовые документы изъяли. С места происшествия сотрудниками подразделения экономической безопасности было изъято 13 системных блоков и 13 мониторов, Wi-Fi роутер, сотовые телефоны, черновые записи и денежные средства. Следственными органами Республики Татарстан было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренной частью 2 статьи 171 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконная организация и проведение азартных игр. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок до 4 лет. Расследование уже завершено, и уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. 2 бывших сотрудника госалкогольинспекции пойдут под суд по обвинению в получении взяток от бизнесменов. Их обвиняют в 8 эпизодах преступлений. Сотрудники Управления экономической безопасности установили, что в минувшем году обвиняемые как вместе, так и по раздельности при контроле за оборотом алкогольной продукции в Зеленодольском районе выявляли в торговых точках нарушения, связанные с несвоевременной фиксацией информации в единой системе учета спиртосодержащей продукции, и требовали от предпринимателей от 1 до 50 тысяч рублей за несоставление протоколов. Всего, по данным стражи порядка, обвиняемые незаконно получили 117 тысяч рублей. Их задержали после того, как один из предпринимателей сообщил о требовании вознаграждения в правоохранительные органы. Один из обвиняемых до суда был арестован, второй находится под домашним арестом.
Водителя Hyundai Solaris с признаками алкогольного опьянения задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции во дворе одного из домов на улице Восстания. Они приехали туда по звонку жильцов дома, которые жаловались на громкую музыку из автомобиля среди ночи. На место вызвали и автоинспекторов для освидетельствования водителя. Но неадекватно себя вел пассажир иномарки. Изъяснялся мужчина в основном нецензурно и не реагировал на предупреждение стражи порядка. Еще одно матерное слово отдел проведить. Я предупредил, все. Хватит. Не сейчас. Момент. Нет. Не тот момент. Кто? Не тот момент. Не тот момент. Полицию среди ночи вызвали жители одного из домов на улице Восстания. Из автомобиля во дворе гремела музыка. Прибывшие на место стражи порядка автомобиль обнаружили. В нем было двое мужчин. Уехать они не успели. У обоих были признаки алкогольного опьянения. И если водитель был спокойным, то пассажир вел себя не совсем адекватно. Разговаривал в основном непечатными выражениями, провоцировал окружающих и на предупреждение стражей порядка не реагировал. И их терпению пришел конец. Руки назад. Но это смешно. Руки назад. Но это смешно. Он успокоился, только оказавшись в наручниках. Не ругайся, никого не провоцируй. Автоинспекторы тем временем проверяли водителя Hyundai. Выяснилось, что водительских прав у 34-летнего мужчины нет. Он их не получал, а автомобиль арендовал как раз пассажир Hyundai. Водителю в присутствии понятых предложили пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в крови. Ахмад Галиев Руслан Ильфарович. Предлагаем пройти приборного алкотестера на освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Будете проходить? Нет, не буду. Отказывать. Предлагаем проехать медучреждение, пройти медосвидетельствование. РНД получается. Согласен проехать? Зачем? Если сейчас отказался. Ну, такая процедура, порядок такой. Если здесь отказываются, то необходимо проехать в медучреждение. Бессмысленно же есть. Согласен пройти? Нет. Также отказался. Слышали? Теперь водителю грозит штраф за управление автомобилем без прав. Это до 15 тысяч рублей. За отказ от медосвидетельствования законом предусмотрен штраф в 30 тысяч. Арендатор Hyundai также может заплатить 30 тысяч за передачу управления человеку без водительского удостоверения. И еще столько же за то, что доверил руль водителю с признаками опьянения. За это его могут также лишить прав на срок до 2 лет. Водителю после оформления документов дойти до дома было недалеко. Автомобиль отправился на штрафстоянку, а пассажиры иномарки доставили в отдел полиции. После этого во дворе наступила тишина. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, вызов 112. Водителя «Шкоды» с признаками алкогольного опьянения остановили автоинспекторы на перекрестке улиц Минская и Ноксинский спуск. Мужчине предложили пройти экспресс-тест на наличие алкоголя. Он согласился. Алкотестер показал чуть больше 0,3 миллиграмма алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Теперь мужчину ждет суд. Вероятно, лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и наложение штрафа в 30 тысяч рублей. 35-летняя женщина, водитель Hyundai Getz, пострадала в результате аварии, в которой была единственным участником. На улице Шоссейная в поселке Борисоглебская она, по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением, вылетела с дороги на обочину, врезалась в сугроб и перевернулась. Женщину госпитализировали. В машине она была одна. Автомобиль уже вряд ли подлежит восстановлению. Родственники и знакомые автоледи считают, что во многом этой аварии поспособствовали погодные условия и состояние проезжей части. Вон там в луже есть, подлетела оттуда под лужу, и туда столб снег взлетел. Водитель «Фольксвагена Поло» врезался в пластиковый отбойник недалеко от перекрестка проспекта Победы и улицы Минская. Ими огорожено место проведения работ. Рабочие обустраивают надземный пешеходный переход, и левый ряд фактически закрыт для движения автомобилей. Но иномарка двигалась посередине дороги на зеленый сигнал светофора. А отбойник, как рассказали знакомые водителя, сам оказался перед капотом, основательно разбив переднюю часть автомобиля. Предположили, что передвинулась конструкция из-за сильного ветра. Водитель вызвал автоинспекторов, был намерен зафиксировать повреждения машины и требовать возмещения ущерба с тех, кто и установил эти отбойники на дороге. В связи с понижением температуры ниже нуля после дневной оттепели и образования на дорогах гололедицы, автоинспекторы напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и обязательно учитывать дорожные и погодные условия.
Необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе и состоянию шин. При выборе скоростного режима водитель обязан руководствоваться не знаками ограничения скорости, а конкретными погодными и дорожными условиями. Следует увеличить дистанцию между автомобилями, избегать внезапных торможений, воздержаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на встречную полосу. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.